Всем спасибо, кто героически закончил просмотр. Здесь сейчас присоединились для беседы художница калмыцкая, или как правильно сказать, калмыцко-армянская, Кристина Добр и кураторка программы Дильда Рамазан. Я правильно произношу Дильда? Нет, ударение на... Простите, ударение на последний слог. Дильда. Дильда. Меня зовут Герил. Так. Кристина, ты хотела задать первый вопрос. Спасибо, Кирилл. Вообще довольно круто. Имя Дильда очень красивое, и оно очень напоминает калмыцкое имя Эльда. Вот, да, тоже. По-моему, вариации в ударениях тоже возможны. Вот, супер. Очень приятно познакомиться, и я очень рада. Вот. Во-первых, большое спасибо за фестиваль, он супер, просто отвал башки, мне очень нравится, и я еще хотела поблагодарить Гирел за то, что она позвала сегодня быть здесь, это супер приятно, вот, и очень неожиданно, но больше приятно, вот, клево. Я хотела бы задать несколько вопросов, в первую очередь про твое кураторство, про Давру, потому что мне супер интересно узнать, откуда, с чего. Вот, в целом, это первые вопросы. Конечно. Мне очень приятно быть сегодня здесь вообще и разговаривать. И большое спасибо, Гирел, за организацию и за то, что вообще есть такая возможность, потому что это супер классно, когда мы можем в разных контекстах рассказывать свои истории и потом между собой как-то общаться. Вот, насчет моего кураторства. Вот именно Давра, как коллектив, возник в 2022 году по инициативе художницы Саудат Исмаиловой. Ее фильм как раз был в рамках этой программы. Это фильм «Her Right», «Ее право». Вот. И в 2022 году Саудат пригласили к участию в такой престижной выставке международной, называется «Документа». Она проходит каждые 5 лет в городе немецком Кассель. Кассель — такой вообще небольшой город, он известен только двумя вещами: тем, что там проходят документы, и тем, что там родились братья Гримм, которые собирали сказки. Вот. И, в общем, когда Саудат позвали в 2022 году участвовать в документе, там все было про коллективность, вот именно, скажем так, документы 22 года. Там каждый раз меняются кураторы. Тогда документы курировал такой индонезийский коллектив, называется «Руан Группа». И все было вокруг коллективности, вокруг взаимопомощи, вокруг солидарности, вокруг того, что арт-мир — это прежде всего отношения, а не там объекты, да, что искусство — это то, как мы умеем дружить, а не то, какие вещи мы умеем делать. Вот, и учитывая интерес Саудат к тому, чтобы регион Центральной Азии становился все более видимым, все более слышным, она понимает важность того, что надо поддерживать именно молодые голоса, да, молодых талантов. В Центральной Азии, просто для контекста, сейчас на самом деле очень мало существует институций именно современного искусства. Его как таковое практически не преподают там в академиях. Есть такого советского типа академии художеств, и там чаще всего не изучают современное искусство. И если, в общем, люди интересуются современным искусством, то это какие-то обычно низовые инициативы или там иностранные фонды и какие-то такие вот инициативы. Через эти возможности можно что-то узнать. Вот. И зная все это, Саудат, она решила организовать такой коллектив, который называется «Давра». Это слово во многих тюркских языках означает «круг», но вот не как именно фигура, а как круг такой в социальном плане, круг общения, круг знакомств. То есть вот. И в этой Давре на момент проведения документы нас было порядка 20 человек. Вот, это были в основном молодые художницы из Центральной Азии, причем художницы в широком смысле. Там были и девушки, у которых есть своя практика, там, видео, фото, инсталляции, там, фильмы. Но есть и девушки, которые там писали поэзию. Вот я, допустим, я не считаю себя художницей, я больше как кураторка, но я тоже была частью Давры, и я до сих пор часть Давры, да. Вот. Короче, вот так вот возникла по инициативе Саудат Исмаиловой. Это группа. Сегодня несколько она изменилась, это уже исследовательская группа, она стала чуть меньше, вот. Но, получается, фильмы все сегодня, которые вы видели, это участницы, которые являются частью Давры с 22 года, как раз с момента, когда состоялась документа. Вот.
Большое спасибо за такую полную историю. Это очень здорово услышать это от первых лиц человека, который был как бы внутри процесса. Это клево. Я, когда смотрела фильмы и наблюдала за титрами, я видела, что имя Саадат, оно было практически в нескольких работах, и я Да. подумала, что вау, вау, этот человек явно любит работать. Вот, здорово. Мой респект. Да. э, Я хотела бы еще спросить про, наверное, подготовку к самому фестивалю. Наверное, в первую очередь я представляю, как было сложно и трудоемко проделать такую работу, и снимаю шляпу. Вот. И мне хотелось бы спросить о том, как ты вообще видела этот фестиваль изначально, каким он получился в финале, насколько это соединяется друг с другом. Мгм. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, вот то, о чем я сегодня рассказываю, это фрукт, скажем так, плод работы многих людей. Изначально вообще вся программа появилась, потому что меня позвали ее скурировать. Коллектив тоже, который называется «Лига нежных». Вот, он состоит из 2 кураторок. Елены и Марии. Елены я, к сожалению, забыла фамилию. Может быть, Кирилл, ты помнишь фамилию? Ищенко? Да, Да, Ищенко, да. да. Мария Сарычева. Вот. Они вместе составляют так называемую Лигу нежных, и они курируют в этом году такую nomadic program называется, да, номадическая программа во Влеесхале. Это такой центр искусств в Мидdelburге, в Нидерландах. И, в общем, они там... программа, которую они курируют, она называется Repetition is a kind of... Нет, сейчас я вам скажу точную информацию. В общем, там что-то про повторение, которое является как бы изменением в то же время, да. Вот, это если не уходить сейчас в все эти подробности. Вот, и у девушек там такой подход, что они рассматривают архивы этой институции в Лейсхала и смотрят конкретно на экспозицию феминистского искусства, которая проводилась в 70-х годах, вот, где участвовали разные художницы, но, конечно же, там не было ни одной азиатской художницы, ни одной неевропейской художницы в целом, да. Вот, и девушки, возвращаясь к этому событию, но сегодня уже как бы с другой стороны, да, с другой перспективы, с другого времени, они решили как бы сделать такую серию скринингов, которые показывала бы как бы фильмы и видео из разных регионов. Вот, и они связались со мной. Мы сделали вместе вот эту первую часть, которая презентует именно видео и фильмы региона Центральная Азия. Но, насколько я понимаю, будут еще и другие программы фильмов других регионов. Вот, я вам предлагаю следить за активностями Лиги нежных. Вот, а что касается вот этого как бы фестиваля. На самом деле фестиваль — это такой амбициозный термин. Я бы не сказала сама, что это фестиваль. Это для меня больше как такая программа фильмов, да, скрининг. И он, на самом деле, вот эта программа за время своего существования, она имела очень разные формы. То есть мы показывали ее и оффлайн. В Алматы, например, я сама присутствовала. Мы показывали, то есть у нас были там зрители, они сидели в зале, все смотрели, и потом была дискуссия. Сегодня мы смотрели ее онлайн, и вот на сайте Руё, да, на платформе она тоже онлайн размещена. То есть это такая платформа с многими лицами, которые, точнее, программа, да, которая может быть просмотрена и так, и так. И я, если честно, просто счастлива от того, что такое большое количество людей увидела эту программу, что есть интерес, что ли хотят о ней говорить, ее хотят обсуждать. Мне кажется, в этом плане вот эта идея изначально, которая была у девушек, я думаю, как бы создать, да, связи солидарности с разными контекстами, чтобы мы все пообщались, посмотрели друг на друга, показали себя, она сработала идеально. Вот, и опять же, я благодарна им за то, что вообще и была такая возможность у меня, и, конечно же, девушкам, чьи фильмы сегодня были показаны. Вот, поэтому, да, на самом деле, я думаю, я могу сказать, что все в итоге вышло гораздо более масштабно, чем я себе представляла. То есть я думала, это будет такой как бы скрининг фильмов, но в итоге все разрослось и стало еще более объемным, и это классно. Это большое удовольствие, большая радость.
Это здорово слышать. Я хотела бы вообще добавить к масштабности. Я буду показывать это фильмы всем своим знакомым, поэтому, я думаю, не стоит заканчивать это мероприятие абсолютно. Я уже говорила, мы обсуждали с Гирел, что вот я в некоторые фильмы я бы точно хотела бы показать маме. И я этим займусь вот в ближайшее время, потому что, например, ну вот забегая вперед, предвосхищая некоторые вопросы, я бы точно могла бы сказать, что White Noise я бы просто посадила свою маму, мне кажется, мы бы взяли, типа, не знаю, там, бутылочку красного и просто бы смотрели, а потом разговаривали. Как будто бы такое впечатление от этого. Да. Здорово. Да, и мне хотелось бы узнать, были ли какие-то, наверное, не знаю, страглы трудности при, не знаю, подготовке программы? Возможно, какие-то моменты были более сложными для того, чтобы о них можно было говорить, и как вы с этим работали? Я бы не сказала, что были какие-то, на самом деле, большие трудности, в силу того, что все авторки и организаторы были очень открыты, да, к тому, что все это произошло, что все это случилось. Единственное, наверное, из-за того, что было вовлечение большого количества инициатив, платформ, площадок, это надо было просто коммуницировать с большим количеством людей. Но, к счастью, я это разделила, да, с другими людьми, и вот в то же время и Лига Нежных, они очень в этом плане помогли, и они связывались с разными инициативами, с разными площадками, платформами за пределами Центральной Азии в том числе. Вот, то есть самый такой, наверное, большой момент — это организация, но это, в принципе, всегда в любой инициативе, мне кажется. Прежде чем что-то готовишь, надо согласовать все со всеми сторонами. Вот, поэтому, да, так я бы не сказала, что это было как-то сложно, к счастью, да. Вот. Я очень рада слышать. Это супер приятно. Типа, чем легче, тем лучше. Тем более организация — это всегда довольно сложно, и я рада, что ты была не одна, и у тебя и Лена супер просто, это человек-оркестр, поэтому это здорово. Я бы просто боялась, лично я просто боюсь организации, скажем так. Ну да, поэтому спасибо большое, Гирел. Вот. Хорошо, я хотела бы еще спросить, если, ну, о будущем, наверное, этой программы, было бы здорово узнать о каких-то предстоящих планах, то есть держим кулачки. На самом деле, с тех пор, как она вообще была представлена миру, да, публично, программа в итоге начала путешествовать, и фильмы, ну, как бы не в полном виде, но некоторые фильмы из этой программы, которые были просмотрены разными людьми, они были приглашены и в другие фестивали. Допустим, сейчас в Самарканде, в Узбекистане, проходит фестиваль как бы кино глобального юга, насколько я помню, кажется, так он называется. Его организует Макал коллектив, это такой коллектив узбекских деятельниц культуры. Вот, и там я знаю, что несколько фильмов из этой программы, они как раз представлены. То есть я думаю, что девушки увидели, посмотрели эти фильмы и затем пригласили вот авторок. И это, конечно, очень радует, да, что в итоге ты делаешь что-то, а потом это получает какую-то вторую жизнь. Это классно. Вот, конкретно у меня, наверное, пока нет планов именно на скрининге в силу того, что как-то так случилось, что вот именно за кураторскую мою деятельность в последнее время получилось много достаточно именно фильм-программ. Вот, и мне сейчас хочется вернуться больше к выставкам и к тому, что, ну, к другим, да, медиа, то есть поработать еще, я не знаю, там, с инсталляциями, с тем, что имеет пространство и какое-то физическое присутствие, вот, а не вот фильм. Поэтому я бы, наверное, сказала, что я пока не планирую снова делать фильм-программы, но это всегда как бы радость, и это всегда здорово, потому что, совмещая разные фильмы вместе, мы получаем какой-то, да, совсем другой взгляд. Вот, и в силу того, что это такие форматы, которые легко достаточно показывать, перевозить, да, неважно, где ты находишься, ты можешь в любом моменте, в любом месте показать видео, это супер здорово. Вот, поэтому, да, вот как-то так. Да, спасибо. Давайте немножко, может быть, обсудим сами работы. Еще по поводу показа. Я беспокоюсь, что, возможно, некоторые не поняли некоторые работы, потому что были на английском субтитры, и некоторые не понимают английский и не понимают казахский, например, и поэтому в целом не поняли работы. Например, мне хотелось бы вот про ITIS поговорить. Да.
Я правильно поняла, что это, получается, это устная традиция, да, где люди как, по сути, как в рэп-баттле участвуют. Да, То есть, абсолютно. да, ну, я смотрела субтитры, я видела эту работу до этого без субтитров, и только поняла, что какой-то обмен происходит, и я видела как бы, как себя ведут герои, да, что мужчина более как-то себя как будто так показушно немножко ведет, так красуется, вот, но потом я увидела с субтитрами и поняла смысл уже, и оказалось очень интересно, и потом я почитала еще о том, что это, видимо, что это использовалось в том числе для критики власти, да, типа как когда народ снизу вверх говорит, это очень круто, мне показалось, да. И поэтому, если вы не поняли, зрители, то да, они там, и в том числе они еще, получается, они там распевают, иногда говорят просто что-то там общее там про наш народ, да, наш народ такой, у нас такие традиции, там, а потом некоторые были даже очень личные. Эта девушка, она, получается, жена старшего брата. Да, этого парня, и они прям друг другу какие-то личные такие претензии, что ли, высказывали и отвечали, и это очень интересно. Вот. Это прям такое очень интимное ощущение, извини, что перебиваю, от того, что, то есть, когда, наверное, вот когда я смотрела и первый раз, то ощущение было, будто мы остаемся вот в рамках, вот, ну, как бы один певец говорит другому певцу, а затем, когда мы слышим детали личной жизни, немножечко ты такой, окей, что семейную ссору слушаешь немножко, да? Да, типа, я здесь пришла в гости, или нет? Ну, очень, очень классно, мне очень приятно, что вы делитесь своими впечатлениями, потому что у меня все равно другой взгляд в силу того, что я казашка, да, и это как бы часть моей культуры. Это классно, и вы, на самом деле, все правильно поняли, то есть айтыс — это такое традиционное искусство, устное творчество казахское, это как бы испокон веков у казахов была такая форма устного творчества, и это всегда импровизация. То есть никто никогда заранее не готовит текст. В этом плане это действительно рэп-баттл, да, то есть как бы айтыскер — это человек, который играет на тамбре и исполняет айтыс. Он обычно импровизирует, и, конечно, люди обычно вот казахи, да, которые в то время, скажем так, до создания, да, там, государственности, до прихода, до колонизации, они часто, конечно, говорили на злобу дня, то есть они критиковали какую-то ситуацию и, в принципе, комментировали, да, все, что происходило в степи, в обществе, в социуме, критиковали хана, критиковали власть, то есть это были такие люди, я вот не знаю, какой бы термин найти такой емкий, ну, которые, да, вот просто были рупором, да, скажем, там, глазом народа, да, то есть они здесь, и они вам сейчас расскажут, что все, что происходит, действительно, это то, о чем люди думают, да, то есть это действительно такой bottom-up, да, перспектив, то есть снизу вверх такая перспектива. Конечно, сегодня айтысы существуют и присутствуют в Казахстане, но они напрочь лишены, то есть для контекста, опять же, в Казахстане существует даже вот национальное телевидение, целые программы, концерты, на которые люди продолжают ходить, где исполняют айтыс, вот, соревнуются люди, соревнуются за деньги, то есть это все собирает большое количество зрителей, это такая живая форма искусства, но в условиях, да, авторитарного режима, авторитарной власти невозможно сегодня, к сожалению, критиковать, да, власть эту. Вот, и в итоге айтыс немножко сегодня про такое, он как бы избегает таких явно острополитических тем. Но изначально, конечно, он был очень политизирован всегда. Это как, вот я не знаю, типа батл, если это два айтыскера соревнуются, это как батл, когда вот типа кто кого уделает в этом искусстве импровизации и владения инструментом. И да, в этом плане, именно в этом видео Медины Базаргали, там интересно, что, во-первых, это мужчина и женщина,
То есть мы видим уже явно, да, разные отношения, как он себя действительно вальяжно ведет, так на нее смотрит сверху вниз, когда она, ее очередь выступать, он там, вы видели, да, он телефон вообще там смотрит, типа ее не слушает, и вообще неважно, и как бы так пытается ее принизить, возвращая постоянно ее к ее вот бытовой роли женщины, да, там, жены брата, то есть ты там, ну, типа я с собой просто так на самом деле как бы не в полную силу вообще соревнуюсь, потому что ты там вообще мне родственница, и вообще ты жена, и все такое. Вот, и мы видим, да, как она пытается этому сопротивляться, вот, и как там идет апелляция не только, да, как бы к их каким-то семейным отношениям, но и в целом к роли айтыса в казахской культуре, к Казахстану, да, к народу, к каким-то процессам деколонизации, которые сейчас идут, но тоже как бы не на официальном уровне, понятное дело, да, в стране, вот. То есть это было об этом и о том, как потихоньку айтысу возвращается вот этот потенциал, который был его как бы изначальный, да, потенциал вот этой вот диверсии, да, что ли. Ну, в общем, может быть, я немножко сейчас утрирую, но вы понимаете, да, критики открытой. Вот. Да, в этом плане было сложно, потому что очень много текста, и именно текст, он такой ключевой элемент для понимания этой работы, и когда не владеешь казахским, не английским, конечно, сложновато воспринимается работа, но да, это очень здорово, потому что это именно вот словесное искусство друг друга так поддергивать, подстегивать, вот, и кто кого, собственно, уделает, да, в этом словесном бою. Вот. Да, очень интересно, что вот эти устные практики, которые у нас распространены, у нас тоже очень много устного, да, в искусстве народном. Например, у нас, ну, наверное, наш аналог — это джангарчи, это певцы, которые поют эпос джангар. Но они у нас в таком статусе, они как, ну, то есть в те времена они были как звезды, их все знали, и, ну, они выступали... нет, сейчас они на свадьбах выступают, но говорят, что правильно это слушать в маленькой комнате, в интимной обстановке, как бы тихо погружаясь, и это очень долго идет все. Вот. Ну, это вид интертеймента в каком-то смысле, то есть, насколько я понимаю, это все, это какая-то соприкосновение, возможность народа соприкоснуться с чем-то вот сакральным в виде истории, в виде сказа. И вот мы тоже обсуждали с Гирел, насколько это имело отношение к возможности высказаться против действующего режима, там, против каких-то, если у тебя внутри есть какие-то несогласия, или то, что ты слышишь, не знаю, в каких-то других, не знаю, поселениях, и ты просто можешь сказать об этом, потому что у меня как будто бы есть такое ощущение, что у этого скорее было больше, ну, не знаю, интертеймент тоже звучит достаточно грубо, я скорее в общем смысле, что это просто такой сказ, которым ты владеешь, и ты несешь его в культуру, и вот такая вот твоя задача. Это напоминает мне, знаете, у кыргызов есть эпос «Манас». Вот. И манасчи, так называемые люди, которые вот как раз этот эпос исполняют, у них еще там такая интересная штука, до прихода советской власти он не был записан никогда, то есть это эпос, сказание которого может длиться несколько дней. Вот, и люди там и импровизировали, в том числе, да, когда его исполняли, вот, и тоже были такие своеобразные звезды, и вот именно монастыри. Конечно, как пришла советская власть, его записали, как-то зафиксировали какую-то форму. Сегодня я не могу сказать, как это происходит, но я думаю, что до сих пор этот эпос исполняется, вот, но вот в контексте там просто интертеймента или нет, вот этого я не могу сказать. Наверное, надо у кыргызских братьев спросить. Вот. Но вообще, да, у айтыса тоже сейчас, ну, вот из-за того, что лишили его вот этого именно политического потенциала, да, критиковать, очень часто он просто, это как бы люди ходят на концерты чисто развлекаться, да, там послушать, как там люди. Ну вот, да, то есть это такой больше интертеймент получается сегодня. У этого еще есть какая-то псевдодань традициям, то есть то, что ты посещаешь такие мероприятия. Ну, я не знаю, это тоже, наверное, questionable, и как бы можно ли считать это псевдо или нет, но это просто ощущение, что ты можешь хвататься за любую возможность, чтобы соприкоснуться с какой-то традицией, которая была до того, как ты, не знаю, там твои предки родились, вот, и ты такой приходишь туда в той форме, которая у нас существует сейчас. Наверное, ну, как бы мне кажется, что отчасти наверное, у всех народов, которые, ну, не знаю, есть сейчас и находились до рода колонизации,
они все равно вот ищут этот момент, то есть moment of the glory, что ли. Ну да. Но, с другой стороны, это никак не отличается от того, как раньше люди, они, наверное, тоже хотели просто прикоснуться, провести время интересно. Ну, правда, тогда, наверное, больше осознавали сакральность этой ситуации, а сейчас больше это как бы на свадьбе, как одно из развлечений у нас. Ну да. Вот, да. То есть ты там, не знаю, не идешь по какому-то, не знаю, типа условному выбору в сторону тамады, ты просто позовешь человека, который там, не знаю, будет точно приятен какой-то части аудитории, ты это делаешь как будто бы. Ну, то есть чуть-чуть градус немножечко он снижается, что ли. Вот. Ну, еще ну, как бы приятно, что эти устные традиции вот сейчас имеют возможность так быть показаны, потому что мне кажется, что есть такое как бы ощущение, что если традиция устная, то она как будто не существует, да, она не записана нигде была, она не визуальная, она не на бумаге, и типа культуры нет. Но она есть, но просто в другом формате. И очень классно, что вы свою подсвечиваете. Нам нужно тоже со своей устной культурой работать. И у нас есть проекты, кстати, такие, например, Айрат Collection. Он записывает разные сказки, песни, калмыков, айратов, в общем. Класс. Да. По поводу других работ, там несколько работ про женщин в домашней обстановке, да, в домашнем контексте. Мне очень понравилась работа Алакан, если я правильно произношу. Да. Да, потому что вот какое-то медитативное состояние, когда ты в кругу семьи с женщинами другими, с мамой, там, с какими-то пожилыми родственницами, и вы что-то делаете вместе спокойно, и это прям, мне кажется, недооцененный формат как бы такого семейного времяпровождения, очень важный такой для сообщества. И это домашняя работа как форма заботы о семье, да, что мы сейчас наготовим, и вся семья там поест. И репрезентация вот этого вот опыта, ну, очень приятно было посмотреть. И вот женщин таких, как она показывала, очень много было акцента на руки, да, бабушки. И, ну, я поняла, что я такие руки практически никогда не видела репрезентации, такие рабочие руки, хотя бабушка была стоматологиней, я так поняла, да? То есть не то, чтобы она прям рабочая, но все равно женщины обычно, да, в наших контекстах очень много работы с руками, так что все равно руки такие рабочие. У меня вот родственницы, многие, ну, в сельском хозяйстве работали, ну, это все остается на руках, и все эти следы на руках, и мне кажется, это прям такой опыт, когда твоя мама сидит, смотрит на руки свои и говорит, как они изменились, как у меня там вот эти вот, как они называются, короче. Суставы, да, такие? Да, суставы типа увеличились, раньше у меня были там тонкие руки, вот. Они стесняются этих рук, как будто они не женственные, но ну, как-то это все равно красиво, как-то представляет их опыт, как женщин, которые так много всего делали для своей семьи, ведь не просто так, а вся эта работа как забота, которую они проявляли для семьи, но она не очень видная. Опять же, это не такая работа, которая в обществе, там она как-то записана, ты наготовила, все съели, и все забыли, что ты когда-то это все делала. Такая невидимая работа, но да, она остается на теле женском, и вот мне было прям очень приятно, мурашки по коже бежали, когда я смотрела, и что там еще 3 поколения, я так поняла, да, бабушка, мама и дочь, и как они передают эти традиции друг другу. В общем, мне очень понравилось, да. Да, согласна. Мне вот нравится еще, Гирел, только что ты говорила про устное творчество и архив, и что часто люди думают, что если нет фиксации письменной, то нет культуры. Но архив еще может фиксироваться по-разному, и вот тело тоже, да, как архив тела женщины, вот эти руки,
через которые мы просто посмотря на них можем видеть, да, всю ту работу, которую они проделали, весь тот жизненный опыт, да, вся та забота, которую они отдали своим близким, да, то есть это тоже классная такая идея. Вот, ну, я согласна, что, да, очень такой теплый фильм. Вот, собственно, сама Аида и ее семья, да, ее мама и ее бабушка. В итоге как бы такая комьюнити именно женская внутри семьи одной. Они еще... Эти разговоры, они такие чудесные, такие домашние. Они дают... Вот после просмотра этого фильма у меня было ощущение, что я нахожусь в безопасном месте. Ну, то есть, Да. когда я смотрю этот фильм, я нахожусь в безопасности. Особенности, что, наверное, подкрепляет это разговоры по телефону в конце, когда они разговаривают с сыном. Это так смешно. Ты похудел, Маникюр, педикюр, зачем ты ему об этом говоришь? Это так смешно, и я... Ну вот ты ощущаешь себя... Ну, наверное, это какая-то волшебная часть док-кино, когда ты можешь ощутить себя внутри этого пространства, и этот фильм делает это. Большое спасибо режиссерке, это потрясающе. И, наверное, ну, я просто часто ставлю себя на место человека, который это делает. И мне кажется, что я бы еще испытывала просто невероятное удовольствие, видя, что это моя бабушка, это моя мама. И вот то, какие они прекрасные, будет видеть еще огромное количество людей. Вот, и это, наверное, супер здорово. И особенности то, как они готовят курт, это прям, это волшебство реально. Согласна. Прям очень. Я могу еще поделиться о одном фильме, который мне понравился. Конечно. Это был White Noise, я даже расплакалась, представляете? В общем, объясняю, почему было так, и почему я хотела показать его маме, и покажу его маме. В общем, у меня, во-первых, не знаю, мне очень хотелось после всего этого обнять девушку, которая снимает режиссерку, потому что у меня нет детей, но я представляю, как, ну, то есть, смотря на это, я могу понять это ощущение какой-то изолированности в моменте, и когда ты остаешься один на один с этим, и судя по обществу, ты должна как бы быть лучше всех в этом, ну как бы какие ошибки, вот, и я вижу по ее действиям, по медитативности того, что она делает, что то, насколько она терпелива, это работа. Мне кажется, это еще более невидимая работа, чем, не знаю, там, чем то, что как бы считается невидимой работой там по феминистским каким-то движениям. Ну да, эмоционально. Да, вот тот эмоциональный тренинг, который ты проходишь для того, чтобы быть матерью, наверное, это что-то невозможное, и то, ну, как возможно, невозможно и возможно, вот. И мне очень нравилось то, как она... визуальный ряд, который строится, его простота в том, как это выглядит. То есть у этого есть ощущение того, что происходит день сурка, а с другой стороны мы увидим, как меняется ребенок, что вот происходит это, и то, как меняется она, это тоже очень интересно и выглядит... ощущение такое, что я смотрю на вот эти вот сувенирные штуки, которые, знаете, вот которые трясешь, и там происходит что-то типа снега и так далее. То есть это какой-то вот мир внутри вот этого всего, и ты благодаря режиссерке заглядываешь в него. Это супер круто. И, наверное, еще дело в песнях тоже, если говорить про устное искусство, то, как это с помощью звука передается, потому что, очевидно, ну, я предполагаю, это белый шум, потому что он, наверное, работает как колыбельная своего рода. И как человек, который любит АСМР. Вот. И, в общем, да, это, конечно, тоже очень работает. И я поэтому хотела показать маме. И мне, ну, то есть, мне хотелось послушать ее, типа, это реально так? Мне страшно. Вот. Но в целом, да, это здорово. И большое ей спасибо, что она смогла рассказать об этом очень личным и очень, наверное, тяжелым, когда ты выносишь это на какое-то сообщество, и мне это показалось очень трогательным и важным. Да, я обязательно передам все эти слова Мадине, но да, я согласна, что это невероятный труд. У меня нет детей тоже, но да, я смотрю на все это и думаю, да, это конечно, заслуживает вообще восхищения. И я помню, что в Алматы как раз мы делали скрининг оффлайн, простите. И как раз пришла моя коллежанка, она сейчас беременная. Вот, и я помню, что во время просмотра ей было не очень хорошо, потому что она понимала, что это история ее реальности. Я помню, что ей было сложно. Я еще хотела задать вопрос, а вот если говорить... Можно ты, правильно? А если говорить
если говорить о твоем фильме, вот, то есть ты такой человечек, который видел все это, который строил программу, и вот ты в разговоре с нами говоришь, вот этот фильм я выделяю. Мне очень интересно. Ну, для меня, конечно, в плане того, что в плане киноязыка, да, именно если мы говорим о кино как о медиуме, то, конечно, я выделяю фильм «Солдат Исмаилова» из всего того, что это, ну, как бы и художница другого поколения, да, она родилась еще в советское время, вот, и такая она представляет первое поколение художников Центральной Азии, которые как бы came of age, да, они формировались после советскую эпоху, но они как бы выросли, да, 80-е, родились в 80-е. Вот, и это человек, который изучал изучал именно искусство кино, то есть солдат училась на кинорежиссерку, в то время как у девушек, вот, из которой представлены остальные фильмы, это часто мультимедиа, да, художники, которые работают там с инсталляциями, с текстилем, или же там делают фотографию, и как бы видео — это как такое дополнение. У солдат, в принципе, фильм и видео — это ее основные языки, классически. Вот, и я думаю, что да, и, ну, как бы то, о чем ее фильм, он называется, вот самый первый был «Ее право», про компанию «Худжум», которая проходила в Центральной Азии. На тот момент это была Средняя Азия, да, при Советском Союзе, вот, где как бы снимали, условно раскрепощали, советская власть раскрепощала женщину, да, Востока, как бы снимали паранджу, потому что женщины Узбекистана носили паранджу, вот, и как они осуществляли эту кампанию по снятию, да, паранджи у узбекских женщин, и как часто как бы это... Ну, была такая небезвыходная ситуация, потому что, с одной стороны, женщину третировала советская власть за то, что она такая отсталая, покрытая, с другой стороны, ее третировали мужчины местные, которые говорили, как ты посмела раскрыться, снять паранджу, и там даже были убийства на этой почве, да, то есть убивали собственные представители собственной семьи или там какие-то близкие мужчины, которые не могли принять того, что женщина в итоге сняла паранджу под давлением, да, пропаганды. Вот, и в итоге женщины оказывались какие-то жертвы, да, главные от этого всего. Такой очень тоже яркий момент, который подсвечивает вот эту историю Центральной Азии, который редко говорят, мне кажется, именно с точки зрения вот как раз женского опыта. Вот. И я думаю, видите, в принципе, фильм называется Her Right, ее право, и в целом как бы программа, да, называется Her Gaze, ее взгляд. То есть это как бы такое фильм, который как бы я знала, что он будет первый, и от него я буду исходить дальше. Как бы так. Ну, я так поняла, когда смотрела, что он первым стоял, как бы что этот фильм, ну, то есть эта работа, она ведь составлена из советских, да, получается, фильмов, которые сняли о женщинах Узбекистана. То есть это другие люди снимали женщин, а они просто были объектом. А тут вы как будто бы переходите от вот этого внешнего. Ну, и, собственно, эта работа, она эти кусочки из этих фильмов компонует и как бы делает свое из этого, как бы присваивает себе, да, получается, нарратив. И вы как будто бы переходите вот от этого вот взгляда снаружи на нее, на ее собственный взгляд, на себя же и женщин других, таких же, как она. Да, мне очень понравилось. Но мне кажется, иногда люди не понимают эту работу и думают, что это просто нарезка, как бы, смотрите, какие необычные кадры, такие все женщины в этой всей одежде, как будто, типа, люди иногда чувствуют какой-то вайб экзотизации или что-то такое. Ну, потому что, собственно, исходный материал такой был. Да, но там все как бы, да... Нужно понимать, да, что это художница, которая сама женщина из Узбекистана, и она сама как бы это все переделывает в другой месседж. Да, мне понравилось, да. Кристина, что-нибудь у тебя есть? Спасибо. Ну, да, эта работа, она... Сейчас, как я могу сказать свое отношение к ней? Мне было страшно, наверное, осознавать, что, ну, как бы то, что я вижу, и то, что происходило какое-то время назад, оно происходит и сейчас, и это не то, чтобы, как бы... Ну, то есть... It's the reality, и мне всегда страшны такие фильмы, просто потому что... вот так вот это происходит, блин, и чё этого не бояться? Ну, типа, извините.
Вот. И, собственно, работа потрясающая, конечно, с большой... Ну, то есть это здорово. Я очень рада, что у меня появилась такая возможность увидеть ее и в целом говорить об этом и слышать разговоры об этом. Я просто осознаю, что, конечно, хотелось бы видеть рефлексию этих процессов намного более в активной какой-то фазе, наверное. Ну, как бы, не знаю, я даже не знаю, как назвать, активной ли это фазой. Ну, я не знаю, you know what I mean? Нет, Ты не очень. имеешь в виду, Кристина, что как-то больше разложить, да, анализ и как-то рассказать? Не-не-не, я скорее про то, что рефлексия, она происходит, но она как бы, она происходит в своем темпе, и мне, наверное, хотелось бы видеть этого больше, потому что, ну, как бы сказать помягче, это то, что как бы это очень болезненная тема. И когда мы говорим о ретравматизации, очень важно видеть, что это происходит. И вот, наверное, меня интересует именно этот процесс. То есть как бы я в целом как художница, когда я говорю на тему травмы, меня, наверное, в большей степени волнует процесс хилинга и процесс, когда мы выходим из этого, потому что это то, что лично мне дает надежду, и то, что, наверное, я хотела бы транслировать в своих работах, я надеюсь, я это делаю. Вот. И для меня очень важно именно акцентироваться на этом, потому что, ну вот, не знаю, вот такой вот я человечек. Вот. И поэтому, да, ну, конечно, то есть чисто даже визуально, блин, жесть. Damn. Вот, это невероятно, это здорово, и я действительно считаю, что мне крупно повезло, поэтому люди, которые это смотрят, быстро смотрите. Вот. Да. Да, и еще, кстати, когда я смотрела, у меня были ассоциации с вот этим фильмом «Белое солнце пустыни», где тоже показано было, типа, с точки зрения, как бы, ну, пришельца, да, на эту землю, и тоже там было, вот, освобождаем, типа, женщин, центральная, вы уже свободны там, но даже в таком фильме было понятно в конце, мне кажется, что немножко у них не очень ситуация получилась в результате всех этих действий, как бы весь их мир как бы поменялся, и, ну, непонятно, что дальше делать. Да, а здесь, получается, вот тоже похожего рода фильмы, но они переделаны. Да. Мне Да, кажется, в плане есть определенный момент хилинга, да, и освобождения, когда ты хотя бы присваиваешь это себе и показываешь и говоришь, что я сейчас это выверну и покажу, как я, да, я это вижу сейчас, да, уже спустя какое-то время, как женщина, которая родилась от этих женщин, которые все это пережили, да. Вот. У солдат еще есть вот эта паранжа, которая вот, накидка на лицо, она называется чачван, и солдат их еще собирает, то есть у него есть прямо они дома лежат, вот. И там, получается, их сделали изначально из конского волоса. Представляете? То есть это такие... Да. Вот. И она их собирает тоже. То есть там, ну, какое-то осмысление есть. Но я думаю, что... Я понимаю, что, наверное, когда ты не знаешь вообще контекста, сложно воспринимается работа, и, возможно, не сразу считывается весь нарратив. Но в Центральной Азии, я думаю, особенно в Узбекистане, люди примерно понимают, о чем речь, и понимают, особенно в конце там идет такое перечисление всех фильмов, откуда она использовала кадры, да, что вот она забирает то, что они сняли, как они показывали женщину, но она сейчас использует их же материалы, да, с их же, скажем так, их же инструментами делает что-то другое. Да. Мне кажется, еще один вид, что как бы проблемы, когда репрезентации вообще нет. Например, ну, вот в республиках, которые были союзными, я так понимаю, вот именно у них был, да, кинематограф, и там, ну, например, был Узбек кино, да, компания. Хотя там часто, я так понимаю, работали не узбеки, не местные, но все равно как бы снималось, а у нас не было. И поэтому про нас снимала типа Волгоградская или что такое, Волжская какая-то компания, и очень мало внимания нам уделялось, и я вообще очень мало видела калмычек в таком кино, просто их практически нет, и у нас очень мало, ну, вот каких-то актрис, то есть вот
например, у казахов, да, узбеков, по-моему, есть известные актрисы, да, какие-то советские, которых все знают. У нас тоже есть, но они в других фильмах снимались обычно, и их мало кто помнит. Хотя, может быть, родители помнят, но я их не знаю. Вот. Есть ли еще вопросы? Я еще переживаю, что тебе нужно было уходить, вроде бы. Мне нужно будет идти, но у меня есть еще... Я 11 минут могу точно остаться. До половины я могу... Выжимаем все. Есть еще вопросы, что-то еще непонятно, или можно не про эту программу, а про что-то такое говорить, я буду очень рада. А я хотела вот спросить, как бы на родине этих работ воспринимала аудитория, как бы кто смотрел, смотрит ли старшее поколение, как они позитивно воспринимают или не понимают этого всего. Вот. И люди точно воспринимают это так открыто. Скорее, я видела больше такой интерес. В том числе, бывало, к нам на скрининге приходили там представители нескольких поколений одной семьи. Допустим, вот в Алматы пришла художница казахская со своими родителями. И это было очень классно, потому что после просмотра родители задавали много вопросов, и я вижу такой большой интерес. Вот. Конечно, ну, как бы надо учитывать, что взрослое поколение, видеоарт — это, возможно, не самые, да, там, две совместимые вещи, в силу того, что, ну, как бы наши родители, у них достаточно сложная была молодость, она пришлась как раз на момент развала Союза, и, в принципе, современное искусство — это не то, что их заботило, и, может, до сих пор заботит. Вот. Но когда им представляется возможность, и они там смотрят, это если так мы берем, да, общую картину, то я не сказала бы, что наш зритель — это вот как раз зритель там 50+, да, конечно, больше нас смотрят молодые люди, которые как раз интересуются историей региона и вообще тем, что сейчас происходит в нем. Но в целом я вижу открытости как бы разных поколений. Конечно, сложновато, потому что всегда легче, когда есть возможность поговорить, объяснить, контекстуализировать немножко работу, да, как-то... Потом есть момент еще насмотренности, если ты никогда до этого в жизни не смотрел подобные фильмы, то тебе очень сложно будет воспринимать что-то подобное. Особенно, вот, наверное, фильм Дарьи Ким, да, который там с культурой, жижа вот это вся плывет, текст, который зачитывает этот голос, металлический, приложение Beeple. Вот, и я думаю, такое вообще, наверное, им сложновато. Но это не невозможно, да. То есть, как бы, я вижу, что в целом люди открытые, и в целом наблюдаю такую сейчас тенденцию. В Центральной Азии все больше и больше становится таких событий, фестивалей кино. Сейчас в Алматы проходит фестиваль вообще женского кино. Первый фестиваль женского кино, называется «Кыз-Карас», что во французском, простите, в казахском языке «Кыз-Карас» — это взгляд, значит, а «кыз» — это женщина, да, девушка. Вот, и они соединили два слова и сделали как бы такой, ну, опять же, her gaze, да, женский такой взгляд, и, в общем, у нас сейчас эту неделю идет только фильмы полные метры, которые были сняты женщинами. И это супер, потому что таких картин все больше и больше, есть запрос у зрителя, у зрительниц, и это классно. Вот, это меня очень радует. Ой, я видела анонс этого феста, я так хотела попасть, вот, но я бы очень хотела посмотреть. Ну, я надеюсь, что я еще посмотрю. Я тоже очень хотела посмотреть. Я сейчас просто не в Казахстане, но очень, к сожалению, но я бы очень сильно хотела посмотреть эти фильмы, потому что я так столько про них читала и такая думаю, блин, классно. Очень рада. Я просто сохранила всю программу на Letterboxd и, типа, на IMDb, чтобы я просто, ну, типа, не забыла, и это у меня было как-то более структурировано, ну, то есть название, авторка там и так далее, вот. Я просто надеюсь, что я в свой отпуск могу хорошо провести время, вот. Да, а еще у меня вопрос был, я смотрела, ну вот, видимо, для прессы какие-то, ну, информацию, да, про художниц, биографии короткие. Я заметила, что очень многие учились в Европе или работают, да, в Европе. Это вот потому что... Как бы, почему так выходит? Потому что только если художница съездит в Европу и там, например, получит образование, выставится, тогда ее признают, или как бы вот
почему так происходит, что очень многие, в общем, только, получается, после Европы они то ли признание получают, то ли там чувствуют свободу об этом говорить, или инструменты получают, понимают, как это делать, вот. Ну, я думаю, это хороший вопрос, который возвращает нас к тому, о чем я говорила вначале, о том, что нет инфраструктуры в регионе, да, которая бы, ну вот элементарно нет школ, именно посвященных современному искусству, нет резиденций практически, их появляется сейчас какое-то количество, но они в основном рассчитаны на художниц ну, как бы самого региона, художников, художниц региона, и там уже, как объяснить, наверное, они рассматривают людей, у которых какая-то уже есть практика, сформировавшаяся более-менее. А если ты вот вообще только закончил или закончила школу и знаешь, что хочешь связать свою жизнь с современным искусством, к сожалению, практически негде обучаться. То есть можно пойти в академию, но там ты будешь изучать, да, вот советского типа там живопись, да, академическую. Конечно, будут местные мастера, конечно, будет знание местного искусства 20 века, да, послевоенного, да, там живопись шестидесятников, семидесятников, в Казахстане она у нас как бы представлена, вот. Но нету упора именно на современное искусство, нету теории, нету какого-то анализа, вот, в принципе, изучение истории искусства заканчивается, я бы сказала, до середины 20 века, вот. К сожалению, местные практики вообще не изучаются, хотя в Казахстане очень такая, она небольшая, но очень динамичная арт-сцена, на самом деле, ей уже вот больше 30 лет. Были институции, которые перестали существовать, вот, но как бы есть что изучать на самом деле. Я бы не сказала, что ничего нету, но не сформировалась какая-то система, да, то есть надо идти, знать, к кому идти, чаще всего знать конкретно людей, к кому обращаться, писать им и говорить, вот, дайте мне книги, дайте мне каталоги, дайте мне там что-то. То есть надо... Короче, это все не систематизировано, и очень сложно, когда ты вот только закончил школу, обучаться в регионе. Гораздо легче, в силу того, что регион, к счастью, открыт, да, подать заявку, уехать на Запад, там обучиться, да, там азам теории, там практики, я не знаю, там какие-то портфолио-ревью, вот это все, понять вообще, как это все работает, вот, глобально, да, и потом уже возвращаться в регион, что многие и делают. Есть, конечно, случаи, когда, допустим, изучали вот классическое искусство, но затем потом, после окончания образования, остаются в регионе, и за счет вот этих вот низовых инициатив каких-то летних школ люди как-то набирают багаж, да, но как бы все равно нам есть куда расти в плане современного искусства в Центральной Азии. Вот, в этом плане ситуация должна поменяться. Я надеюсь, она поменяется качественно. У нас сейчас строится музей современного искусства в Алматы. Он должен открыться как раз вот в следующем году. Я надеюсь, что как раз его открытие послужит тому, что появятся какие-то образовательные инициативы, да, вот на постоянной основе существующие. Вот, то есть как бы что-то есть, но все равно этого недостаточно, чтобы прям полный цикл человек прошел и там получил образование в регионе и смог там начать работу, да. Вот, все равно приходится за знаниями уезжать, к сожалению, куда-то за рубеж. Вот. Да, ну, ты говоришь, у вас мало там площадок, да, институций, но когда мы смотрим, нам кажется, у вас прям очень много всего происходит. Да. Я и в книгах, ну, я читала вот Мадину Тластанову, и там анализ был как бы работ казахстанских художниц, вот, и наоборот, у нас, мне кажется, ощущение, что у вас все цветет, и вообще нам бы так. Это на самом деле тенденция последних 2 лет. Сейчас в Алматы, к счастью, да, так получается, что если такой уикенд в Алматы, может быть, параллельно там 7 мероприятий, и люди выбирают, куда пойти. Так не было вообще всегда, так не было даже 5 лет назад. То есть, опять же, все влияет, да, глобальная ситуация в регионе, война полномасштабная, то, что люди, да, там, так называемые релоканты приехали, что-то пытаются какие-то свои инициативы делать. Приехало большое количество людей в целом приезжает, и все пытаются что-то делать, вот, и из-за этого, конечно, как бы сцена становится еще более динамичной, вот, ну и да, но я думаю, что пока это все так интересно, скорее количественно, качественно
есть еще куда расти, но это такой процесс, это все когда-то перейдет в качество обязательно, я думаю, просто нужно время. Вот, а так сложно. Если вы, допустим, да, вы закончили школу и знаете, что хотите быть современным художником, то вам практически негде обучиться в регионе все еще. Да, поэтому нужны действительно такие инициативы, как у вас, низовые, где просто сами художницы налаживают связи и все такое. Да, круто, что вы этим занимаетесь. Спасибо большое. Да. Блин, я хотела рассказать. Да, Короче, давай. я писала Кириллу до того, как ну, типа, во время начала трансляции, все такое. Мне недавно приснился сон. Мне приснился сон, что я, короче, оказалась в здании Rio Journal. Просто, я не знаю, и мне просто out of context, просто я оказалась во сне в этом здании, и я помню, что я хожу и такая, вау, а как я здесь оказалась? Вот, это было очень весело, и я еще помню, иду и такая, блин, ну как было бы круто поработать с ребятами. Вот, это был, надеюсь, вещий сон. Вот, но да. На Это самом очень деле... классно, учитывая, что у Рио нет здания. Да. Но это, я надеюсь, это будущее. Дай бог, да. Да, и я, ну вот, продолжение слов Гирелла со стороны очень здорово наблюдать за тем, как развивается казахская сцена в плане, ну и музыкальная в том числе, на самом деле. Я, когда был фестиваль, я не помню, где он был последний раз, в Алматы, по-моему, музыкальный, мы обсуждали тоже Кьё. Ага, Да. Ую, да. Он был, знаете, где? Последний, вот прям самый последний в Астане в этом году. Они впервые. Вот. Да. Но я, в общем, давно за ним слежу, я тоже такая, типа, saving the money, я поеду. Типа, ждите меня. Да, и очень приятно слышать, что все так работает, потому что со стороны, например, вот калмыцкого бэкграунда это выглядит как что-то невероятно, ну, движимое, прям что-то активное и... Тоже зависла, да? Да, у меня тоже зависла Кристина. Сейчас я ей напишу об этом. Так, у меня немножечко прервалось. Да, слышно. Да, и я просто говорю о том, что когда ты смотришь на то, как развивается ваша сцена современного искусства и музыкальная в целом, очень приятно знать, что мы тоже вот где-то там, и это тоже будет для нас. Вот, поэтому спасибо. Да. Вам спасибо большое. Всегда очень приятно, потому что послушаешь вас и думаешь, все хорошо у нас. Это вообще не так, на самом деле. Со стороны просто кажется, что все хорошо, но есть еще что нам нужно делать. Но вот в защиту музыкальной индустрии хочу сказать, что да, она развивается какими-то невероятными темпами. Да. Вот тут я вижу огромный скачок, огромный рост, и прямо, да, это все здорово, и я очень горжусь казахстанской музыкальной индустрией современной. Прям это супер. Да, они молодцы. Да, это прям... Это очень мощно. Мне кажется, что для меня... Ну, блин, еще так приятно слушать казахский. Ну, и в целом, то есть языки, я не знаю, я обожаю. И, ну, вот топ-2... Ну, в общем, я обычно склоняюсь... Они приглашают абсолютно разных локалов в том числе. Вот. И я поняла, что в один момент для меня самые яркие выступления были музыкантов из Бразилии. И это было довольно интересно, потому что я смотрю в свой плейлист, и там просто, типа, один португальский, и я такая, вау, я, может быть, что-то пойму. Вот. В общем, это здорово. Да. Ну, в общем, да, не будем тебя задерживать. Надеюсь, ты никуда не опоздала из-за нас. Спасибо за обсуждение, спасибо, что дали нам показать программу. Вот у нас не будет сохранена сама программа в записи стрима, только само обсуждение. Но если вы хотите посмотреть программу, то можете, собственно, на сайте Руё посмотреть. Мы скинем еще раз ссылку в канал.
Всем спасибо. До свидания. Спасибо, что пришли. Да, мне очень было приятно. И вот спасибо большое за организацию, за платформу. Я была очень-очень рада. И я надеюсь, что мы останемся на связи, и что еще встретимся, увидимся дистанционно или в реальной жизни. Вот, так что будем на связи. Да, спасибо. Пока. Пока-пока.